Керчь является одним из первых городов, попавших под удар немецко-фашистских войск в начале войны. За все время через него четырежды проходила линия фронта. И за годы войны город был дважды оккупирован немецко-фашистскими войсками. Во время Великой Отечественной войны в 1942 году на Керченском полуострове погибли несколько тысяч жителей Абхазии, которые специально призывались на фронт для проведения Керченско-Феодосийской операции. Об этой битве мало что говорится, и найти информацию было сложно. Но благодаря проекту возвращения имени найдены уцелевшие архивные документы и восстановлены более сотни имен пропавших без вести. Проект занимается решением трех вопросов. Первый вопрос – это судьбы узников немецких концлагерей для военнопленных. Таковых из числа жителей Абхазии на сегодня насчитывается 400 человек. Мы уже нашли и вручили документы 175 семьям, но в ходе проведения работ мы выяснили еще два очень важных вопроса, на которые до сегодняшнего дня не было ответа большому числу жителей республики. Первый вопрос – это судьбы тех военнопленных, кто после возвращения из немецких концлагерей был повторно осужден судами НКВД и умер в колониях от травм и болезней. Я сегодня хотел бы сообщить большому числу родственников, которые знают, что их родные пропали без вести или погибли при невыясненных обстоятельствах в городе Керчь. На самом деле теперь это место установлено, и судьба многих из них известна. Чтобы узнать о судьбе без вести пропавших, участниками проекта поднимаются уникальные материалы в европейских архивах. В частности, поиски ведутся в архивных данных военнопленных немецких концлагерей времен Великой Отечественной войны. По этим данным, на сегодняшний день в Абхазии уже проинформировано более сотни родственников военнопленных, среди которых есть абхазы, армяне, русские и греки. Документы, подтверждающие личности пропавших без вести, вручаются родственникам погибших. Военно-патриотический проект возвращения имени продолжает свою работу в Абхазии и России. Я хотел бы сообщить, что у нас начинается новый проект, который будет называться «Абхазия-Крым 4220». Это 1942 год, война на Керченском полуострове, и 2020 год – это 75-летие Победы. Мы решили посадить на месте гибели наших соотечественников яблоневый сад с деревьями по числу тех городов, которые принимали участие в этом сражении. С 1 по 15 октября 2019 года организуется первая такая поездка на Керченский полуостров в город Керчь. Вот я держу в руках приглашение из администрации Ленинского района Республики Крым, где нас готовы принимать для того, чтобы родственники могли посетить место этих сражений. Любой желающий, который захочет посетить эти места, может позвонить по номеру 999 13 17. Сария Гварацхеля, Руслан Орлов, Абхазское телевидение.